Слово для выступления предоставляется советителям аппарата президента. Кто из вас выступит? Мурзалиева Чергал Нуржановна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый суд, уважаемые участники процесса. По предметам на рассмотрении Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики находится ходатайство гражданина Тактаматова Марата Сентуровича о признании пункта 4 части 2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики адвокатской деятельности неконституционным и противоречащим статьям 16, 18, 20 и частям 2, 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. Аппарат президента признан по данному делу иным лицом. По обращению Тактаматова отмечаем следующее. Согласно частям 1-2 статьи 19 Закона Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики адвокатской деятельности, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью вправе получить гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен. Лицензию не может получить гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, имеющий непогашенную или неснятую судимость, уволенный из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка в течение 1 года со дня увольнения, ранее лишенный лицензии на право занятия адвокатской деятельностью и досрочно освобожденный с должности судьи в связи с небезупречностью поведения в течение 1 года со дня освобождения. Исходя из этой нормы, очевидно, что адвокат, лишенный лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, не вправе в дальнейшем восстановить свой статус адвоката и осуществлять адвокатскую деятельность. В соответствии с частью 4 статьи 22 закона, лишение лицензии производится в следующих случаях. Первое – вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката. Второе – повторного нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката. Третье – неповышение квалификации в соответствии с нормами настоящего закона, либо уставом адвокатуры, за исключением случаев приостановления действия лицензии, указанных в части 2 настоящей статьи, и нарушение адвокатом норм закона. Лишение лицензии является самой строгой мерой дисциплинарной ответственности, которая подлежит применению за совершение адвокатом наиболее серьезных дисциплинарных правонарушений. Полагаем, что такое суровое правовое последствие для адвокатов, лишенных адвокатской лицензии, было предусмотрено законодателем, чтобы гарантировать честное, добросовестное, квалифицированное, принципиальное и своевременное исполнение адвокатом своих обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам в целях защиты и обеспечения их прав, свобод и законных интересов, а также доступа к правосудию. Таким образом, ограничивается доступ к адвокатской деятельности для лиц, допустивших проступки, порочащие честь и достоинство адвоката и умаляющие авторитет адвокатуры. Профессиональная деятельность адвоката должна строиться на принципах компетентности, честности, добросовестности, ответственности и конфиденциальности. Государство, учитывая публичную значимость оказания квалифицированной юридической помощи, обязано устанавливать определенные профессиональные и иные требования к адвокатам, а также определять необходимые условия допуска тех или иных лиц к профессиональной адвокатской деятельности, поскольку от качества оказываемой ими юридической помощи зависит эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина. Ввиду этого представляется вполне оправданным отнесение адвокатской деятельности к лицензируемым видам деятельности, а к основным принципам лицензирования принципа равных оснований и условий выдачи лицензий, как логическое продолжение конституционного принципа равенства в законодательстве, пункт 2 части 2 статьи 5, пункт 37 статьи 15 Закона о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике. В силу особенностей своих услуг адвокат является особым субъектом, на которого законом возлагается конституционно значимая функция. Причем как само оказание юридической помощи, так и ее качество становится обязанностью, а не правом адвоката. Эти правовые позиции были четко выражены Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в решениях от 11 марта 2015 года и от 14 февраля 2018 года. В связи с чем полагаем, что норма о недопуске лица к адвокатской деятельности после лишения его лицензии на право занятия адвокатской деятельностью сама по себе является оправданной с точки зрения правовой цели.
Вместе с тем, пунктами 3.5 части 2 статьи 19 закона предусмотрена возможность получения адвокатской лицензии лицами, уволенными из правоохранительных и других государственных органов в связи с совершением дисциплинарного проступка в течение 1 года со дня увольнения, досрочно освобожденными с должности судьи в связи с небезупречностью поведения в течение 1 года со дня освобождения. Таким образом, к адвокатской деятельности допускаются лица, ранее работавшие в смежных отраслях юридической профессии и допустившие дисциплинарные проступки, не соответствующие занимаемой должности. Кроме того, к адвокатской деятельности могут быть допущены лица, совершившие преступления, за которые они понесли наказание, и судимость по ним погашена или снята. В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, вводимые ограничения прав и свобод человека и гражданина должны быть соразмерными целям введения таких норм. В данном случае при наличии вышеуказанных норм о допуске к адвокатской лицензии других лиц, допустивших нарушения, может возникнуть вопрос о соразмерности положения о пожизненном лишении статуса адвоката и условий равных возможностей. Однако еще раз обращаем внимание на то, что нормы о пожизненном лишении адвокатской лицензии, как крайние меры дисциплинарного воздействия, нацелены прежде всего на гарантирование высококвалифицированного оказания юридической помощи гражданам, защиты охраняемых законом интересов и прав и недопущения их нарушения, а также обеспечение механизма самоочищения адвокатского сообщества от недобросовестных адвокатов. Справочно можем отметить, что законодательство Российской Федерации об адвокатской деятельности не содержит ограничений по получению лицензий для адвокатов, лишенных лицензии, но в то же время в нем не предусмотрена процедура возобновления лицензии после ее лишения. В этой связи в российской науке и практике имеются разноречивые мнения о возможности возобновления статуса адвоката после лишения лицензии. Законодательство Республики Казахстан об адвокатской деятельности в этой части содержит такие же нормы, как закон об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Так, адвокатом не может быть лицо, освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части 1 статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в течение 3 лет после наступления таких событий. Уволенные по отрицательным мотивам с государственной воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также освобожденные от должности судьи в течение 1 года со дня увольнения, совершивших административное коррупционное правонарушение в течение 3 лет после наступления таких событий, лишенные лицензии на занятие адвокатской деятельностью, исключенные из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем 3 года. В соответствии с законом Республики Беларусь об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь к осуществлению адвокатской деятельности не допускаются лица, признанные в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, ранее совершившие умышленное преступление, исключенные из коллегии адвокатов, а также уволенные из правоохранительных и других органов и организаций по дискредитирующим обстоятельствам в течение 3 лет со дня принятия соответствующих решений об увольнении. Обратившиеся за получением лицензии в течение 1 года со дня вступления в силу принятого в отношении его либо индивидуального предпринимателя, юридического лица, в качестве которого было зарегистрировано учредителем или руководителем которого являлось это физическое лицо, решение о прекращении действия лицензии или об аннулировании специального разрешения на осуществление адвокатской деятельности по оказанию юридических услуг в установленном законодательными актами случаях, за исключением прекращения действия соответствующего специального разрешения по собственной инициативе лицензиата. Занимавшие в период со дня подачи заявления о допуске к квалификационному экзамену до дня получения лицензии должности, время работы на которых засчитывается в стаж государственной службы. Согласно закону Республики Узбекистан об адвокатуре, адвокатом Республики Узбекистан может быть гражданин Республики Узбекистан, имеющий высшее юридическое образование и получивший в установленном порядке лицензию на право занятия адвокатской деятельностью. К адвокатской деятельности не допускаются лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Адвокаты, лишенные лицензии за неустранение обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, установленный судом срок, за систематическое или однократное грубое нарушение требований законодательства об адвокатуре, правил профессиональной этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката, совершение проступка, порочащего честь и достоинство адвоката и умаляющего авторитет адвокатуры, не могут претендовать на получение лицензии в течение 3 лет. Согласно закону Грузии об адвокатской деятельности, адвокатом не может быть лицо, ранее осужденное за умышленное тяжкое преступление, если его судимость не погашается или не снята в соответствии с установленным законодательством порядке. Лишение права заниматься адвокатской деятельностью может осуществляться от 6 до 3 лет. В соответствии с законом Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности не может быть адвокатом лицо, которое имеет непогашенную или не снятую судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, а также преступления средней тяжести, за которое назначено наказание в виде лишения свободы. Признано судом недееспособным или ограничено недееспособным, лишено права на занятие адвокатской деятельностью в течение 2 лет со дня принятия решения о прекращении права на занятие адвокатской деятельностью. Освобождено от должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса с государственной службы или службы в органах местного самоуправления за нарушение присяги, совершение коррупционного нарушения в течение 3 лет со дня такого увольнения. С учетом вышеизложенного просим вынести обоснованное решение по обращению Тактаматова. Спасибо. У вас все, да? Айслу Джанбевна, у вас есть дополнение к выступлению Джергала Нуржана? Нет, да?